Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в городе Микунь. Мы закончили строительство одноэтажного, такого красивого дома параметрами 7,5 на 8. Красавчик, красавчик. Пойдемте смотреть. Вот у нас идет крылечко, да, крытое. Пойдемте внутрь. Спокойно заходим в дом. Атмосферные осадки не падают нам за шиворот. Мы прошли на крыльцо. Да, действительно, все, спокойно зашли, сумки положили. Открываем дверь. Открыли дверь. Все, и заходим в дом. Рядом со входом у нас котельная. Это же прекрасно. Мы грязь не тащим в дом, в чистое помещение. А здесь все. Лопаты, если надо, тоже здесь. Котел. От скважины вся подводка, все сюда, не надо тащить в дом. А теперь проходим в дом, проходим и попадаем в просторную гостиную. В том углу у нас планируется санузел, там у нас идет спальня. Ну и как вам эта красота? Крутяк, да? Шикарно. Еще большие окна какие. Смотрите. Солнечный дом будет. Обращайте внимание на стены. На стены. Обращайте. Обращайте, обращайте. Вот они. Они строганные. Мы их строгали рубанком. Делали вот такой декоративно красивый вид, небольшие фасочки. Конечно, он не идеально ровный, то есть если вы уровень поставите, то не идеальная стена, конечно же, нет, потому что брус скачет по параметрам. Но тем не менее, вот эти фаски, они зрительно убирают эти неровности, ну, вот эти миллиметры, они уже не бросаются в глаза. Стена выглядит очень красиво, благородно, но шикарно, шикарно. Еще шлифануть для себя, ну где-то надо проконопатить, доконопатить. Ну, в процессе усадки, после усадки я для себя бы еще все угловые соединения, все вот эти стыковочные элементы доконопатил. Так, обязательно. Потом шлифанул бы, чтобы вот такие микро... Они это показалось. Это я показалось. Я сейчас найду. Вот, вот, видите? Микро такая неровности, вот эти вот, они есть. То есть это все убирается, где-то заусенцы оставшиеся убираются, смолы, которые выделились, убираются. Ну и все, и стена ровная, красивая, готовая под покраску. Прекрасно, прекрасно, шикарно. Шикарно построен дом. Давайте пару моментов о технологии, о качестве, а потом красоту опять покажу. Пару моментов о качестве. У нас обвязка мощная, 200-я, вон там, вторая, 150 на 200, мощная. Дофига крепежных элементов, видите? И не просто на гвоздиках, нет, все надежно, на глухарях. Все очень мощно. Поверху, видите, та же картина. Все очень мощно, очень все надежно. Дальше. Все угловые соединения, все очень мощно. Реально хорошо. Какие большие брусья, да? Потом стеновые 150 на 150. Первый, второй сорт пиломатериал. Красота. Оцените, да? Прекрасно. Лаги половые 20 сантиметров. Мощные, надежные. Круто, да? Реально круто. Видите, какие высокие? Вот это брус стеновой 150, да? И лаги какие. Вот сравните стеновой пиломатериал по высоте и высоту лаг. Отличие есть, причем существенное. Оконные проемы. Мы делали окосячку оконных и дверных проемов. Вот эти короба. Оставляли специально еще зазор для усадки. Вот этот короб спасает от усадочных процессов, чтобы этот брус не зажал стеклопакет. А также защищает стены от их видения, от искривления. Прекрасно. Переходим на крышу. Лаги по потолку тоже такие же мощные. Обращайте внимание на кровлю. Как мощно, да? Сколько крепежных элементов у нас, да? Как тоже все надежно. Вот ригель идет. Вот это как стяжка, да? Распорка, как у автомобиля. Вон там крепежку видим, да? Это шпилька. Вон там усиленные уголки идут. И очень много шпилек. Так, уголки по
По краям, если так заметите, там светятся тоже усиленные уголки, также скрепленные глухарями и желтыми надежными саморезами. Обратите и на запилы, все под карандашик, все очень аккуратно. Сначала чертим, а потом уже делаем пропилы. И так везде. Видите, следы от карандашика везде видны. И так реально везде. Вот. Везде, везде. Везде, везде, я же говорю. Везде, везде. Даже вот тут на стыках иногда можно увидеть следы от карандаша. Потому что пропиливаем тоже под карандашик. А не видно, четкий пропил. Ну посмотрите, да, как четко, даже угловое соединение не скачет. Все очень четко. Ровно. Ровно. Сделан угол. Красиво. Реально красиво. Тут все хорошо, все прекрасно. Дальше пленка хорошая. Не дешевая какая-то, не тканка, хорошая пароизоляционная пароизоляционная мембрана. Конечно, выполняет еще множество других функций, ветрозащитную функцию и тому подобное. Но основной функционал это гидрозащитная, чтобы конденсат не проходил в утеплитель. Вот так основная функция гидропароизоляционная. И пар, чтобы спокойно выходил из утеплителя. Все прекрасно. Все прекрасно. Тут все замечательно. Кровля у нас сделана под зимнюю, несмотря на то, что второго этажа нет, точнее. То есть с контрабрешеткой, с дополнительным проветриванием подкровельного пространства. Неупрощенная модель. То есть все как надо. Ну, в целом красиво. В целом же красиво получается. Ну, мне нравится. Мне нравится. Надеюсь, нравится и вам. Ну, и мне бы хотелось этого. Потому что, ну, действительно, все хорошо. Надеюсь, и заказчик лайк поставит или комментарий. Скажет, комментарий. Зачем комментарий не говорите? Вот негативные отзывы, вот всегда на радость кто-то напишет. Положительный же отзыв, да, он высказывается редко. Поэтому, если у компании отзывов мало, то есть не значит, что она плохо работает, а просто, ну, блин, работает она круто, а никто не высказывается. То есть так должно быть. Вы так должны работать. Да, блин, мы стараемся, на самом деле. Ладно, рассказал, показал, давайте опять красоту. Дорогие друзья, если вам необходимо вашу мечту реализовать в жизнь, вы знаете уже, куда звонить. Все же прекрасно знаете. Не надо тянуть. Звоните. Центр домостроения, город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите. Проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Будем рады построить и ваш дом мечты. Также качественно, также ответственно. До встречи. До встречи на консультации. Пока-пока.